Продолжается рабочая поездка главы Башкортостана Ради Хабирова по региону, и из Кумертау мы отправляемся в Кургазинский район. Эти муниципальные образования – соседи, у них общие границы. В школу села Бугульчан Ради Хабиров приезжал в январе 2020 года. Построили ее еще в 1968 году, и здание нужно было ремонтировать. Здравствуйте. Приветствуем вас в нашей обновленной школе и безопасной. Да, температура соответствует норме. Давайте. Мы уже измеряли. Масочку. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. О, Генераль. а полы здесь, по-моему, деревянные были. Деревянные были. Как Да, я помню, я помню, они плавали. Какие страшные. Ну, слушайте, ну... Вообще преобразилось. Да. И подрядчики вот перебило уж. Наши все местные вот выиграли Мелиус тут рядом, свои ребята работают. И благоустройство тоже свои местные. Вообще, и вот рядом. А вот здесь, я не помню, стрельбище еще мы обсуждали или нет? Оно было, мы его разобрали, и мы сейчас вопрос благоустройства мы еще... Ну, У нас давайте. будет вопрос, да. Во всех классах вот привели в порядок полностью. А у нас даже, я помню, то ли зима была такая, что ли. Январь был 20. Темно было вот здесь. Да. Вот прям вот как-то вот это... Всегда темно, и летом, и это, а сейчас и лампы. Оборудование начали устанавливать вот эти вот современные доски. Процесс идет, мебель поступает. Во всех классах такой ремонт, потолки, лампы поменяли. Растапить полностью вот теплоснабжение, электроснабжение в помещении, канализация, вот все снабжения, все поменяли. Очень здорово. Воду запустили. В начальных классах вот у нас везде раковины есть, все по-современному, все вот. У вас еще лыжами, по-моему, здесь заниматься. У нас лыжи, кабинет, куда вы волейбол, заглядываете, баскетбол, спорт вообще у нас как бы на первом месте. А вот сейчас я хотел одно предложение вам сделать. О, это вообще было бы здорово. Ну, вот. Да, во всех классах вот так вот. Да. Сколько здесь учеников? У нас 104. В прошлом году было 102, в этом году 104. И вот половина из них из многодетных семей. Да, я помню, да. И в первый класс сейчас 12 детей приходит, и 7 из них тоже из многодетных семей. Как бы вот, знаете, хорошие, нормальные такие. Я вот, помню, да, молодые семьи работящие были, семьи. Тут есть Да. перспектива по наполняемости класса. Было. Да. А вообще вот емкость сейчас школы на сколько мест? 160. Даже на 160? Да, 160 вот по То есть ты, в нормативам принципе, еще если можем. что, можешь, Есть перспектива, да? можешь где-то перегруппировать, да? Да. Идем к пищеблоку Да, потихонечку. к пищеблоку идем. Это наша, так сказать, гордость. Да, уже начало оборудование поступать вот отсюда. Слушайте, я не верил, что из этого можно сделать, честно говоря, я тогда думал, не лучше ли снести новую сторону. Нет, все-таки из этого можно сделать. Стены здесь. Здравствуйте. Очень, ну как, Здесь вот будет перегородка. Поставили легкая перегородка. Ну вот оборудование. тут полностью пищеблок уже начался. Вот. Так, а где кормить будете детей? Кормить дальше будем. Здесь у нас все зона, все это к ковиду готовы. Вот. Здесь у нас склады. Здравствуйте. Здесь у нас пищеблок. Все современное. У нас же одна плита была из оборудования, и то работала одна комфорка. Вот на сегодня Вы сами будете готовить, да? Вот ваши повара или как? сами готовим на свой повар. Сами они готовят, да? Да, свой повар. У нас свой изготовитель своими силами все это просто решается. Не завозимся страны. Ну и вы с 1 по 4 класс готовы всех кормить? Всех кормить готовы. Все продумано, все это, да. Еще, у нас же еще свой огород есть. Мы тут картошку, морковку, все выращиваем. У нас за счет этого еще и питание удешевляется. То есть это тоже Ну, то есть хороший вы можете подспорье. вообще, ну, деньги-то огромные мы сюда выделяем. Да, Стоимость где-то 55 Вообще, тысяч. конечно, за это. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, Ну, лучше стало. да, здорово. Я говорю вашему директору, что я, честно говоря, не верил, что из этого можно что-то хорошее сделать. Можно. Отличная школа. мы верим. Да? А вот это тоже облицовываться будет или нет? Нет, вот у нас проблема, Ради Харитович, у нас как бы вот Мы хотели бы
сказать, что ну, когда делали смету, да, Рафик Халидович, немножко не учли, все быстро-быстро, стройки сжатые были. Это что это за часть? Вот эта часть, там будет спортзал, а это кабинеты. И нам бы хотелось все-таки, да, площадку вот такую сделать здесь асфальтированную, чтобы линейки проводить. И плюс у нас не учтено было, как правильно сказать? Пожарная лестница. Пожарная лестница и вентиляция. Вот поэтому мы бы, конечно, стыдно, но просим опять небольшое финансирование. Да, нам нужно около 7 миллионов. 7,5 там. Инженерные сети наружные надо нормальные сделать, привести их в состояние, все заменить, потому что ветхое, все Да, в сейчас таком сунули, плохом тут состоянии. все обновили, а... Конечно. Да, Снаружи сети остались те же самые. да. Ну, мы Сейчас первый... тоже не успеете, конечно. Ну, будем реалистами. 1 сентября дети в школу пойдут, и мы будем продолжать внешние работы. Внешние работы, да. Земляные, в смысле. Ну, да. Ну, Там запишите прямо, чтобы я сегодня... Андрей Геннадьевич, какая просьба? 7 миллионов. Решите вопрос и все. 7 миллионов это асфальт, да? это Да, 2400 благоустройства мы наружная система посчитали, снабжения, да. общественной части пожарной лестницы. То есть, предварительную смету мы накидали уже. Дали уже предварительно. И территория, и... Решите, вот чтобы мы закрыли эту школу, и мы сюда еще 20 лет не будем возвращаться. Да, когда еще этим детям? Все дети смотрят на город, стремятся к лучшему же. Это городские привыкли уже к комфорту. А деревенские от этого все... Территория тоже... Да. Что за здание? Это здание будет снесено. Это бывшая старая Самая первая школа, откуда есть пошла, как говорится. Да, сейчас оформляем на нее документы, чтобы не просто так. А там будет спортплощадка. Мы полностью заказали современное спортивное оборудование вот на той площадке. Там будет и покрытие, и снаряды, чтобы не только дети, да, но и деревенская молодежь тоже смогла прийти Да, заниматься. вот То, что вы рекомендацию давали, если мы школу сдаем, что вместе с благоустройством, да. И школы спортивные, и наград очень много, и вот деревенские приходят, занимаются. То есть это все уже аукцион мы Да, у нас отыграли. поставка до 31 августа будет и мебели, и полностью всего. Я говорю, предложение, какое вот еще родителям хотел сделать. Вот здесь есть родители. Да. Ну, если пацаны, если есть в школе и хотят. Да. Но я же в республике еще тут немножко борьбу продвигаю. Вот есть такая программа «Сельский тренер» и есть программа «Спортивная борьба в школе». Если вы мне скажете, что вы готовы эту программу у себя принять, найти тренера. У нас есть хороший здесь тренер, Кувайцев Александр. Просто он Не сегодня... борьба. Да, не борьба у него. Но у меня все-таки борьба, я хотел. Борьба. Я ребенка своего вот вожу в город на борьбу. Да, мне было бы, конечно, здесь, если бы он занимался. Пацаны же здесь в деревне, Да, других да. деревень будут Мы приезжать. тоже вот возим своего ребенка, вот я в город вожу в борьбу. Да, на борьбу туда вожу. Еще один первый. Спасибо. Вот глава говорит, смотрите, с меня ковер еще раз. И деньги тренеру, потому что тренера сюда нужно заикарить, чтобы он, ну, может быть, жить не будет, но чтобы он здесь тренировал там 3 раза в неделю, там 4 раза в неделю обязательно. Все дети знали там с 5 до 6 в школе. А у вас есть же, там ковер постелить можно будет? Да. Ковер сделать так вот, позанимались, постелили, убрали. И это сейчас очень много таких. Но пусть будет такая здесь точка, просто я и министру скажу. И это такая прям программа, там обучение тренера будет. Потом между этими школами будут соревнования, те, кто участвует, понимаете? Глядишь, какой-нибудь там у вас парнишка и чемпионом чего-то станет. Ну пусть будет здесь. Спасибо. Хорошие деревни, хорошие такие. Два брата Валита в Близнеце на мере бронзу. Это же наше, это же наше. Да. Ну, так что давайте вот это сделаем. Остальное вы там добейте. И у меня тут учителям, родителям, конечно, просьба. В этом году и в этом году, вы считаете, мы на питание сверх того, что было, 900 миллионов, а со следующего года еще там почти по 2 миллиарда каждый раз. То есть я что хочу, огромные деньги на питание детей приходят. И наша задача, чтобы качественно детей кормили. Мы решили главное. Вот пищеблок, вот деньги. Теперь надо, чтобы эти деньги контролировать, чтобы качественно было, вкусно. Ну, вот такое. Потому что, слушайте, за такие деньги вполне можно ребенка кормить. Это и для семьи неплохо. Ребенок здесь покушал, все хорошо. Вот это надо. Ну и учителям обращаюсь. Молодцы, что в масках. Готовьтесь к испытаниям. Это я вот вам точно говорю. Готовьтесь к испытаниям с ковидом. Он придет.
Просто от того, как себя побережете, как часто будете мыть руки и как будете маски снимать. Вот поверьте, это прям точно вам говорю. Удержитесь первые 3 недели особенно, все будет хорошо, дальше понемножку болеть будем, но ровно. А если первые там из-за безответственности нашей, безалаберности нашей и пренебрежения к своему здоровью не будете беречь, будете все болеть, это я вам точно говорю. Вот. Ну, вот так. Большое спасибо. Можно вопрос? Да? Видите, конечно, уважаемый радиополитич, добрый день. Вот мы с соседнего сельского поселения, с Юшкина. Есть такая деревня. Да, есть такая деревня. Тоже вот слушали ваше августовское совещание в онлайн-режиме. Вы всегда поддерживали, будете поддерживать образование. Дети наши будущее. Наша школа тоже в плачевном состоянии. 80-го года постройки. Нужна ваша помощь, вкратце говоря. Проектная документация готова, но примерно 60 миллионов требуется. В этом мы уже не успеем. На следующий год хотя бы. Да, там половина здания закрыта. А дети, это вот самое главное. Дети есть. И прирост намечается, да. Садик у нас вместе. В этой же школе Я понял, но дети есть. Есть. Потому что Первый класс идут. пустые здания строить, если детей нет. Нет, есть. Потому что я возьму, давайте так, я ничего, потому что не знаю, конечно, будем это решать, просто вопрос когда. Я возьму, изучит ситуацию, все-таки министра попрошу, прям вот сам займусь, и я вас услышу. Да, следующий приезд там. Либо вот Андрей Геннадьевич проедет, посмотрит, либо я там чуть попозже. Но эту вот сезон как-то вы должны учиться, да. Готовы к этому А проектно-сметные графики есть, Все есть. Мне надо. Деньги нужны. Мы на вас очень надеемся. Я понял, спасибо. Я на вас тоже очень надеюсь. Спасибо большое заранее. Спасибо. Я понял. Хорошо. Еще хотел сказать, А вот эту лыжную комнату покажете или там что там? пока еще мы еще лыжную не не это, да, ну приготовили мы вот там вот, но пока еще нет. Ну ладно, хорошо, то есть Перенесли, а в той лыжной у нас мы душевые сделали, потому что у нас на секции дети ходят. Все равно же нужно, душевые у нас теперь есть. Вот. Я еще, знаете, что хотел сказать? Вы в тот приезд с многодетными, когда общались, обещали на хоккей свозить детей. В итоге на той же неделе был автобус. Свозили? Да, вы знаете, это столько восторга было. Вот даже в социальных сетях у детей вот эти аватарки поменялись, и все. Это вот у многих людей настолько вот как бы... Ну давай я твоих еще собери, я с другой школы еще. Ну все. Все, договорились. 2 сентября чемпионат начинается. Ну вообще здорово. Дайте мне, вы скажите, других деревень соберите, ко мне туда. Давай. Хорошо, все, отработали. И вообще классно было, конечно. Да, а то вот как-то гости приезжают, а это вот как обещание все Я как-то что, выполнили. ну вы здесь, наверное, украсите все, ну тут будет Здесь будут объявление. стенды, здесь будут, мы сделаем специально даже логотип А у коридора. вас, вот я забыл, у вас кто известный выпускник школы был? Был кто-то, да? Федотов, сейчас он в Москве у нас, да, А Федотов. вот я помню, да, что Геннадий ну, то Михайлович. есть у вас, ну, там, Есть, да. Известные люди. известные люди. Все это сделаем. Ну, то есть здесь как раз, ну, уровень Уфимской школы по ремонту. Спасибо вам большое. Правда, спасибо. Ну, это Ну, то есть учителя у вас есть? полностью укомплектованы? укомплектовано, 100%. Радик Фаридович, школу не узнать? Абсолютно. Прям не ожидал, честно говоря. Вроде небольшая школа в масштабах республики, а рот до ушей, как говорится. Всё. Спасибо большое. Спасибо огромное. Хорошо. Спасибо вам. Воспитывайте детей, рожайте детей. Школа большая. Так что до свидания. Радик Фаридович, а ведь такие ремонты в школах Республики Башкортостан не только здесь. Огромное количество, и мы очень много в этом году вложили. Ну, вот сейчас самое приятное время, мы собираем то, что сеяли.